В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Благоустройство Ленска продолжается. Работа по проведению уличного освещения проходит своевременно. Аэропорт Полярный перестроят под тяжелые самолеты. Взлетно-посадочную полосу обновят в городе Удачный. День белого медведя отмечают сегодня во всем мире. В России впервые полностью посчитают их численность. Более 80 улиц освещено в Ленске за 8 лет. Поэтапно установлены новые опоры и подключено освещение на 22 улицах. Подвесили на опорах ЗЭС новые светодиодные светильники на 36 улицах. Провели замену светильников и кабеля на 12 улицах. Установили автоматическую систему управления наружным освещением на 15 подстанциях. В этом году работы будут продолжены. Планируется осветить 9 улиц частного сектора. На эти цели заложено порядка 7 миллионов рублей. Освещение прежде всего необходимо для безопасного передвижения в темное время суток. 40 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в республике за последние сутки. Так, в Якутске 31 случай, в Мирнинском районе 2 случая, по одному в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Алекминском, Среднеколымском и Тампонском районах. За сутки лабораториями республики проведено 1948 исследований на коронавирусную инфекцию. Между тем, первую вакцину против коронавирусной инфекции в республике получили 44 815 человек, вторую – 24 726 человек. Активно продолжают получать прививку в городе Якутске, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Аймиконском, Татинском и Усть-Алданском районах. Меньше всего провакцинировано с учетом имеющейся в наличии в районе вакцины в Абыйском, Анабарском, Верхоянском, Момском, Устьянском и Эвено-Бытантайском районах. К другим темам. Порядка 3000 вопросов от жителей поступило в ходе отчета правительства республики, который прошел в онлайн-формате с 6 по 27 февраля. Из них в прямом эфире было задано 584 вопроса. Напомню, отчеты прошли во всех муниципальных образованиях региона в режиме онлайн. Всего в мероприятиях приняло участие порядка 17 тысяч человек. Большинство вопросов от якутян касались тем ЖКХ, строительства и транспортной отрасли. 38 миллиардов рублей на реконструкцию аэропортов на период до 2024 года направят власти республики. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников в ходе отчета властей в прямом эфире. В прошлом году по этой программе был сдан комплекс в Верхневилюйске. Сейчас идет работа в аэропортах Нерюнгри, Якутска и Мирном. Помимо этого, в эту программу также включена реконструкция комплекса и взлетно-посадочной полосы в Алекминске. Алексей Колодезников также подчеркнул, что ситуация с субсидированными билетами из Якутска в Москву и Санкт-Петербург находится на особом контроле. Решение вопроса по субсидии ожидается в марте. Также взлетно-посадочную полосу обновят в аэропорту города Удачный в Мирнинском районе республики. Проектом, одобренным экспертами глав госэкспертизы, предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы. Общая длина ее составит 2,5 километра, а реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов. Горячую линию по оказанию психологической и консультативной помощи родителям запустят с 1 марта в России. Линия будет работать в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования по инициативе президента страны Владимира Путина. На горячую линию можно будет обратиться по вопросам, связанным с индивидуальными и возрастными особенностями развития детей и подростков, общением родителей и детей, развитием, обучением и воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, профилактикой проблем социализации и профориентации, освоения ими образовательных программ. Также линия будет работать с подготовкой граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей-сирот. Номер бесплатного телефона горячей линии вы видите на своих экранах. Алексей Колодезников сообщил о строительстве мусорного полигона в Якутске на 27-м километре Вилюйского тракта. Объект оценивается в $1 миллиард рублей. Зампред заявил и о начале строительства в этом году мусоросортировочной станции, стоимость которой также составляет 1 миллиард рублей. 25% объекта будет финансироваться за счет бюджета республики в виде капитального гранта.
Как подчеркнул Колодезников, такие объекты должны появиться в районных центрах Мирном, Вилюйске и Нюрбе. Кроме того, в этом году планируется применить мусоросжигание в отдаленных населенных пунктах районных центров северных и арктических территорий. В Ленске коммунальные службы и дорожники убирают город от снега. На борьбу со снежными заносами за раз выходят по 12 единиц техники. Сколько осадков выпало этой зимой, подсчитывала Олеся Васева. Сегодня праздник у детей. Строить крепости и играть в царя горы теперь интереснее. Коммунальщики приступили к вывозу снега. В этом дворе техника второй раз за зиму. Заметно по толщине снежных глыб. Порисовались не один месяц. Когда нужно выезжать на уборку, коммунальщики определяют, что называется, на глаз. Смотрим по толщине снежного покрова. Значит, опять-таки жители помогают очень хорошо, звонят, значит, говорят, что уже пора бы и двор почистить. Стараемся вывести весь снег. Все-таки стараемся складировать снег на такую территорию, чтобы можно было и погрузчику потом подъехать, и грузовым автомашинам для вывоза. Пока часть снега сложили на детскую площадку. Для города это привычная практика. Если не убрать весной, снежная масса будет долго таять. Но уборка дворов только началась. За снежными навалами вернуться еще не раз. В этом году снега выпало больше принятой нормы. Для Ленского района она 55 сантиметров. На конец февраля высота снежного покрова уже 67. А метеорологи прогнозируют снежный март. По предварительным прогнозам синоптиков, температура воздуха в марте в Ленском районе ожидается от 1 до 3 градусов выше средних многолетних значений. Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца. Если день – время коммунальных служб, то вечером эстафету принимают дорожники. Работают всю ночь. За раз выгоняют до 12 единиц техники. За месяц по контракту они должны вывозить 25 тысяч кубометров снега. По факту, говорят, выходит намного больше. В феврале подрядчик подключил новый ленточный погрузчик. Раньше мы складировали снег в кучи, и мехлопаты с ковшами производили погрузку этого снега в самосвалы. А на данный момент трактора с бульдозерными отвалами выходят, складывают вал в середину дороги, подъезжает ленточный погрузчик, идет сцепка с самосвалом, и получается идет движение вперед, и ленточный погрузчик просто этот вал загружает в самосвал. И дорожники, и коммунальщики жалуются только на одно. Качественной работе порой мешают сами ленчане. Едут под запрещающие знаки, когда работает большегрузная и спецтехника. Оставляют во дворах транспорт на всю зиму. Ни грейдером не пройти, ни снег с крыши не скинуть. В таких случаях претензии к качеству уборки приниматься не будут. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Также в Ленске открылась городская баня после 6-летнего простоя. Жители города на протяжении многих лет поднимали вопрос о реконструкции этого социально значимого учреждения. И, наконец, администрация района произвела капитальный ремонт, который обошелся в 39 миллионов рублей. Городская баня оборудована в соответствии со всеми современными требованиями, установлены индивидуальные душевые кабины, есть парилки и все необходимое для посетителей. Работаем с 26 декабря. За этот период времени у нас прошло 2086 человек, 60 из них инвалиды. А также хочу вам сказать, что очень хорошие отзывы. Люди очень рады, что открылась наконец-то муниципальная баня. Очень спросом пользуются бабушки, пенсионеры каждый день ходят. Вот обратите внимание, сколько времени у нас уже присутствуют гости. Ну, хочу сказать, что большое доброе дело сделала администрация Ленского района, открытие этого все-таки, я считаю, стратегического объекта. Люди очень соскучились по бане. В Якутске проходит чемпионат республики по волейболу среди команд первой лиги. Медали соревнования оспаривают 6 сильнейших составов на площадке Дворца спорта «50 лет Победы» сегодня и завтра. Прямую трансляцию вы можете увидеть на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт». НВК «Саха» проведет трансляцию с 16 до 18 часов, а на телеканале «Мамонт» турнир можно будет посмотреть с 12:30 до 14:30 и с 16 до 18 часов. Более 25 лет в Нерюнгринском районе работает районное общество инвалидов, объединяющее жителей с ограниченными возможностями здоровья. Организация заботится о своих подопечных, большое внимание там уделяют здоровому образу жизни. Насколько спорт популярен среди членов общества, узнавала Екатерина Павлова.
Сегодня в общественной организации состоит 503 человека. Это люди разных возрастов и интересов. В обществе, помимо социально-бытового направления, они объединяются в творческом развитии и спорте. Приходим, играем, тренируемся, когда возможность есть. Вот не было, год не ходили, так все только и звонили. Ну когда откроют, когда пойти хоть. Поэтому спорт очень много дает. Это настроение хорошее, здоровье, общение с людьми. Татьяна Нигай, председатель общества, является еще и инструктором по адаптивно-физической культуре, где охватывает все нозологии. Этот вот год расслабил людей очень, и как-то вот сейчас опять по крупицам начинаю все собирать. Но есть такие, кто вот хочет, кто прям вот соскучился за залом. Конечно, не пускают пока в залы. Но мы здесь собираемся у себя в обществе, занимаемся йогой сейчас, вот тоже потихоньку начали, тренажеры у нас, в общем, вот коньки. После снятия некоторых ограничений копилка спортсменов общества инвалидов начала пополняться новыми наградами. Так, команда Нерюнгринского района стала бронзовым призером чемпионата Республики Саха-Якутия по волейболу среди лиц с нарушением слуха. Нам уже 7-й десяток. На мастерстве мы с молодыми, как бы не хуже их. И они даже ждали команду с Нерюнгри. Говорит, она очень интересная, такая боевая, с ними интересно играть. И, мы вот показали себе. Третья, правда, ничего, будем тренироваться. А в чемпионате республики по стрельбе из пневматического оружия среди лиц с нарушением слуха Нерюнгринский район представлял мастер спорта Роман Бычев. Спортсмен занял призовое 2-е место и по результатам соревнований вошел в состав сборной республики по пулевой стрельбе среди лиц с нарушением слуха. Заниматься спортом давно начал, еще лет 10 назад. Спорт, прежде всего, сам по себе мне интересен. Это как и хобби, и как спортивное занятие. Спортивные достижения людей с ограниченными возможностями здоровья поражают своим размахом. Для кого-то спорт – это возможность расширить свои функциональные возможности, улучшить здоровье. А для кого-то шанс овладеть высоким спортивным мастерством и даже пополнить ряды паралимпийской сборной страны. Сегодня для этого уже есть отличные результаты и большие возможности. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Сегодня во всем мире отмечают День белого медведя. Впервые в России проведут их численность в рамках нацпроекта «Экология». Планируется, что в этом году учет медведей будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. В следующем году в море Лаптевых и Карском море, в 2023 году в восточной части Баренцева моря и акватории земли Франца Иосифа. Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны. Финансировать мероприятие будет компания «Роснефть». Работы выполняются в рамках государственно-частного партнерства. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале. Берегите себя и своих близких.